17 числа в 5 часов утра. Дым над моим диваном, извините, где я сплю. Я давай накрываться одеялом. Туда-сюда. Дыміна, табачный дым, натуральный табачный дым. Абурэннем Алены Цюрынай няма межы. День за днем сцвярджае, кватэра напаўнялася тытунёвым дымом. Женщина провела мини-расследование, и обвинувачивания упали на соседа снизу. Я обычно на лоджии сижу, понимаете, а то он мне сделал такие условия, что там невозможно было сидеть, невозможно было в квартире находиться. Я ночевала в ванне несколько раз. Пока было тепло, я на лоджии ночевала в зале. Алена Александровна уже и марлевую повязку змайстравала, купила вентилятор и нават респиратор. А вот что кажа подозроны. Я вообще не курю, я бросил курить. Я с матерью проживаю, вот она не переносит табачного дыма. Алена Александровна меж тем, настаивая на своей версии, у пошуках управы на соседа протягнула ЖЭС. Специалистами предприятия был осуществлен комиссионный осмотр. Установлено, что сосед снизу вообще не курит, и поэтому, соответственно, по ее обращению будет отказано в связи с недоказанностью, и дело о административном правонарушении будет прекращено. Дык адкуль жа дым? У Анатолия на гэты конт сваё меркаванне. Маўляў, людзі парнікі топяць, вараць корм жывёлам. Гаворыць, дым нават у яго кватэры чутны, але нядоўга. Суседка настойвае на сваім і ўзгадвае нядаўні дэбош. 21 сентября он ломился ко мне в дверь, пьяный, матом, ногами, руками бил, кричал тут, что тебе пахнет, что тебе воняет. Он мне эту дверь деревянную филенчатую чуть не выломал. Я стояла, меня все передергивало. Вот, и учитывая то, что вот я больной человек, вот на днях была скорая, у меня давление 240 на 140. Вину Анатоль прызнае, кажа, зялёны змей паблытаў, але ішоў да суседкі выключна з добрымі намерамі, нават кветку захапіў. Но она вызывала постоянно милицию на меня. Раз, наверное, 10 приезжали. И я был выпивший, у меня это как бы задело, хотел зайти и помириться, но так как был нетрезвый, то... Замест прымірэння з суседкай Анатоль атрымаў прафілактычную бяседу ад міліцыі. Цяпер, гаворыць, вырашыў кантакты з Аленай Александровнай звесці да нуля. Ці будзе мірным жыццё суседаў на вуліцы Міра, пакажа час. Між тым, паводле закона аб зваротах грамадзян, у выпадку неабгрунтаваных скаргаў пакараць могуць самога скаржніка. Калі адзін і той жа заяўнік у адну і ту ж арганізацыю на працягу года звяртаўся 3 і больш разы з неабгрунтаванай заявай, то выдаткі на яе разгляд спагоняць з яго самого. Завадскі, Роман Филютиш, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».